Повышенные оклады и надбавки предлагается ввести для российских преподавателей. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. По мнению авторов документа, минимальный оклад преподавателей вузов не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе. Остальным педагогам предлагается установить не менее 70%. Также законопроектом предлагается установить и новые надбавки за классное руководство и кураторство не менее 5000 рублей. За ученую степень доктора наук предлагается доплачивать 15 тысяч рублей, за кандидатскую по 8 тысяч рублей. Также предлагается доплачивать за каждого школьника, который обучается сверх нормы наполняемости класса на первое число каждого месяца. Эти выплаты должны составить 3% от оклада. Россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021 введен мораторий на начисление пений за неуплату коммунальных услуг, но четкие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были. И это дает неопределенность, на какую именно задолженность будут начисляться штрафы только с 1 января 2021 года или ту, что образовалась с 6 апреля 2020 года. В результате на имя главы Минстроя России поступило письмо, в котором предлагается начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Также нужно прояснить вопрос и с проверкой счетчиков. Необходимо определиться, в каких случаях истекший срок проверки не приведет к начислению платы по нормативу с применением повышающего коэффициента, начиная с 1 января. Депутаты уже обращались к главе Минстроя с предложением продлить мораторий на начисление пени за неуплату услуг ЖКХ. Дело в том, что сама эта мера была принята на фоне роста социальной напряженности и безработицы из-за пандемии коронавируса. Федеральная антимонопольная служба будет проводить внеплановые проверки, если будет задерживаться исполнение решений по снижению цен на базовые продукты. Специалисты ведомства уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен. Федеральная антимонопольная служба особо предупредила о том, что принимаемые меры будут носить продолжительный характер и применяться постоянно. Также подготовлен план на случай неисполнения решений по снижению цен, проведения внеплановых проверок и по возбуждению дел по фактам нарушения законодательства. В таком же режиме работают территориальные управления Федеральной антимонопольной службы, которые собирают и обрабатывают информацию и обращения населения по ценам на продукты питания. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей командировки в Москву принял участие в заседании Комитета по стратегическому планированию при наблюдательном совете алмазодобывающей компании «Алроса». На заседании Комитета по стратегическому планированию под председательством замминистра финансов России Алексея Моисеева участники утвердили сводный бюджет «Алроса» и ключевые показатели эффективности целевых значений на 2021 год. Также был рассмотрен ряд других важных вопросов. Отмечается, что социальные инвестиции «Алроса» в 2019 году составили 12 миллиардов рублей. Средства были направлены на пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также на почти 500 благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия составили 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Компания «Алроса» с января по сентябрь текущего года включительно трудоустроила 991 жителя Якутии. «Эльга-Уголь» и китайская GH Shipping создали совместное предприятие по продвижению угля Эльгинского проекта в Китае. Поставки угля из Якутии позволят заместить значительный объем австралийского и американского угля схожего качества. Деятельность совместного предприятия обеспечит заметную прибавку к двустороннему товарообороту – более 5 миллиардов долларов в год. Предварительный срок сотрудничества – 5 лет с дальнейшим продлением на аналогичный период. Созданное совместное предприятие будет заниматься продвижением эльгинского угля на рынке Китая, содействием его таможенному оформлению, взаимодействием с государственными органами Китая и поиском потенциальных конечных потребителей. Объемы поставок угля в Китай приблизительно составят от 1 до 1,5 миллионов тонн в текущем году, от 15 до 18 миллионов тонн в 2021, от 20 до 24 миллионов тонн в 2022 году и 30 миллионов тонн угля, начиная с 2023 года, с последующим увеличением до 50 миллионов тонн угля в год.